Как ты смеешь? Ты оскорбляешь меня? Какой же ты христианин? Если ты считаешь меня отвратительным, то твой пророк проклинал людей. Он оскорбил девочку-сироту, пожелал ей скорейшей смерти. Нужен другой пример. Говорится, что он, Мухаммед, допустил прямой ответ тому, кто выдвинул притязание на Джахалию, то есть притязание на племенное превосходство, сказав «укуси твоего отца». Сахих Муслим, книга 32, номер 6297. Анас бин Малик сообщил, что с Сулейм, матерью Анаса, жила девочка-сирота. Ребята, девочка-сирота. Посланник Аллаха увидел ту девочку-сироту и сказал: «О, это ты еще маленькая. Да не продолжатся твои годы». Понимаете? Он молится, чтобы она умерла молодой. Эта девочка вернулась к Сулейм в слезах. Она рыдала. Обратите внимание, ребята, она сирота. У нее нет ни отца, ни матери. И посланник милосердия проклинает ее и говорит: «Да не продолжится. Пусть ты умрешь». Это разбило ей сердце. Иисус когда-нибудь прямо говорил, что Он Бог? Нет. Иисус когда-нибудь говорил «поклоняйтесь мне»? Нет. Покажи мне место в Коране, где Иисус говорит, что я не Сын Божий. Покажи мне место в Коране, где Иисус говорит, что я не пришел умереть за ваши грехи. Вот мой вызов, Лили Джей. Покажи мне, где в твоем Коране Мухаммед говорит: «Я пророк Аллаха». Аллах сделал меня своим пророком. Точно, слово в слово. А затем покажи мне, где в Коране говорится, что в Коране 114 глав, и из скольких стихов состоит каждая глава. Итак, ты хочешь поиграть со мной в эту игру? Покажи мне в Коране, где Иисус точно говорит, что я Мессия. И именно эти слова. Покажи мне в Коране, где Иисус говорит: «Я мусульманин». Покажи мне в Коране, где Иисус говорит: «Я слово Аллаха и дух, исходящий от Него». Покажи это мне. Покажи мне, где Иисус произносит именно эти слова. Именно таким образом.